Дорогие друзья, сегодня я хочу поделиться одной историей, которую я никому не рассказывала. Это было в Испании. Мы были приглашены, весь дипломатический корпус был приглашен на свадьбу испанского принца в Испании. Пригласили не только дипломатический корпус, но пригласили также президентов, королей, принцев. И наше посольство, маленькое посольство, на сотрудников мало. Мы тоже ждали приезда первого президента с дочерью. И вот когда мы туда подъехали, нас, во-первых, посадили, весь дипломатический корпус посадили в автобусы, потому что не было места для машин. А президенты с послами, они ехали в машинах с водителями. И вот когда мы приехали в автобусах, нарядные, красивые, прошли по красной дорожке, зашли в огромный зал дворца, где стояли круглые большие столы, мы все расселись, сидели, разговаривали друг с другом. А послы периодически подходили к столам своих президентов, королей, принцев, волновались, переживали, потому что вдруг кому-то что-то надо. И вот это все время было видно, как послы ходят. И вот когда все подходило уже к концу, мой муж мне сказал: ты знаешь, машин не хватает, водитель мне нужен, поэтому возьми-ка ключи, иди сама в парковке. Я была нарядная, в красивом платье, у меня была шляпка, на мне были туфли на каблуках. Я, конечно, немного растерялась, но пошла. Когда я подошла к парковке, я ужаснулась, потому что было столько машин и столько водителей. Они стояли группами, разговаривали, курили. Одна я из всего дипломатического корпуса, по крайней мере, мне так показалось. Я ищу свою машину по флагу, нахожу, открываю дверь, включаю ключ зажигания, сажусь, открываю окно. И тут я понимаю, что выехать мне практически невозможно. Настолько много машин, а проходы узкие, а машины все крупные, наша машина большая. И тут я увидела, как удивленные водители вначале, они стали подбегать ко мне. Подходили первые, некоторые стояли спереди, некоторые с боков, справа, слева. И стали мне помогать. Сеньора, вот сюда, вот теперь сюда. Я вцепилась в руль, мне кажется, я не дышала. И я начала выравнивать машину. Я то влево кручу, то вправо. В этом платье так неудобно, каблуки мешают. Но я выруливаю с их помощью. Куда они все показывают. Их человек 20, наверное, было. И вот, наконец, когда я подошла к основной дороге, вот тут я выдохнула, улыбнулась и помахала им всем рукой. Поблагодарила их за то, что они мне помогли. Часть из них подняла большой палец, молодец. Другие улыбнулись, а третьи захлопали. Вот это есть водительская солидарность.